Меня зовут Коновалов Максим, ресторанный холдинг Welcome Group, совладелец, имеет должность, официальных должностей нет. Welcome Group 23 заведения в городе, до конца года 28, 11, соответственно, у нас основных брендов, которые представлены, в общем-то, здесь все. Значит, у нас есть основной сайт, портал Welcome Group, который, значит, я очень надеюсь, что буквально там в ближайшие 2 недели мы перезапустим наконец, потому что куча проблем существующим. Значит, и, ну, что еще про нас? Значит, мы, кажется, обслуживаем где-то в среднем месяц 130 тысяч клиентов. Вот. А все заведения, это такой концептуальный для нас вопрос, и, наверное, относящийся к интернет-технологиям, все заведения концептуально соединены в единую оптоволоконную сеть. Это стоило денег, это стоило усилий, через одного провайдера все это, но нам дает очень много возможностей, которые мы либо уже используем, либо планируем использовать. Но, во-первых, еще хотелось бы что сказать. Значит, мы офлайн бизнес. То есть я почему вот эту схему тут нарисовал? Значит, по той причине, чтобы было понимание, что есть разные подходы, на мой взгляд, на наш взгляд, к организации вот, работы в интернете. И есть бизнесы, у которых сайт, интернет, вот, интернет-представительство, так скажем, это основополагающая вещь. То есть сюда я отношу интернет-магазины, различного рода социальные сети, сайты-агрегаторы и так далее. То есть там, где основной бизнес живет, по сути, в интернете. И задача, на мой взгляд, для этих бизнесов это организация интернет-площадки какой-то, и потом, как бы на основе этого мы генерим там бизнес-процессы по доставке товаров, там, по организации потока посетителей и так далее, и так далее. И именно для этого бизнеса важны вещи, связанные там с SEO-оптимизацией, там, с продвижением в поисковых системах и так далее. Вот такие вот, знаете, все умные вещи, которые я, честно сказать, мало сам знаю. Мы все-таки офлайн бизнес, то есть мы кормим людей, и, наверное, в ближайшей перспективе кормить через интернет, наверное, не получится. Слава богу, для нас. Поэтому все-таки у нас на первое место выходят бизнес-процессы, которые мы ведем непосредственно в заведениях. И как следствие, для нас интернет, сайты и вот вся эта вот технология, это все-таки обслуживающий основной бизнес-процесс. Я подчеркиваю, мы долго, на самом деле, со своими маркетологами, значит, с компаниями, с которыми мы работаем, с компанией, которая нам сайт делает, мы очень долго рубились на эту тему, потому что почему-то считается, что первое, что должна делать любая компания, это поисковую оптимизацию. Вот для нас это не важно. Потому что мне важнее, говорю, чтобы бизнес-процессы, которые существуют в основном бизнесе, они потом плавно уходили в интернет. Значит, много мы там чего используем, но в принципе в качестве основных, наверное, таких 2 задач, которые мы для себя вот определили, в которые на данном этапе мы вот в них вот врубаемся, да, это обратная связь и информирование. Значит, я не скажу, что мы там, знаете, предстоит еще очень много сделать, но тем не менее вот в обратной связи и информировании мы, наверное, ну, по крайней мере, в том секторе, в котором я работаю, мы, наверное, лидеры точно. Значит, обратная связь. Значит, она у нас по 3 таким, наверное, основным каналам идет. Значит, на самом деле, уже слово ссылки тут надо было убрать, готовился за 5 минут вот, до приезда. Значит, обратная связь. У нас на сайте Welcome Group есть хотлайн, то есть возможность любому посетителю оставить нам сообщение. Значит, чаще всего, конечно, критическое, потому что хвалить никто не любит, в общем-то, поэтому чаще всего жалуются. Значит, я еще замечу вот сразу 3 вещи, произнесу все. Значит, это мой личный ЖЖ, это группа ВКонтакте, на примере нашего любимого мистера Барри, у которого 10 тысяч подписчиков. Значит, ЖЖ у меня порядка там 400 подписчиков и около 600 людей читает. Значит, мы сайт, вот этот хотлайн, с которым мы получаем в среднем по 5-7, наверное, замечаний каждый день. Значит, как вы видите, везде лица чьи-то стоят. Для нас это тоже основополагающий момент, и я считаю, что это важно для всех компаний абсолютно. Это некая персонализация. Интернет это такая, знаете, анонимная штука, то есть гадости наговорить там можно за 2 секунды, и в принципе с чистой моральной совестью потом идти чай пить. Но тем не менее, к нам могут люди обращаться анонимно. Мы не имеем права быть анонимными. Именно поэтому вот, на сайте Welcome Group в разделе Hotline у нас есть девушка, она живая, настоящая, существует, живет, работает.
Катя Яковлева, значит, причем некоторые посетители уже обращаются к ней по имени, они пишут там: дорогой Welcome Group, ты там, суп у тебя говно. Они пишут: Катя, значит, вот у вас в каком-то заведении как-то не так. Знаете, персонализация взаимоотношений, она позволяет сразу решать многие вопросы, то есть это, во-первых, знаете, конкретного человека гадостью облить сложнее. Начнем с этого. Во-вторых, человек общается не с какой-то серой массой, а с конкретным человеком, который может решить эту конкретную проблему. Значит, мой личный ЖЖ, значит, на самом деле, мне очень часто задают вопрос, для чего я его веду. Вот, я могу сказать, что ключевой, наверное, момент, по которому, то же самое, две вещи, наверное, это первое, это обратная связь также, потому что ЖЖ используется как жалобная книга, надо признать. Значит, и, наверное, в половине случаев там пишут всякие вот то плохо, это плохо и так далее. В остальных случаях, значит, все советы какие-то там дают, еще какие-то вещи и так далее. Но в первую очередь ЖЖ это, опять-таки, обратная связь с возможностью напрямую обратиться к самому главному, да, то есть у нас, мы же все проблемы в стране пишем в Твиттере у Медведева, то же самое на нашем уровне, соответственно, все проблемы наши, у человека есть возможность обратиться к нему напрямую. Это тяжело, сразу скажу, потому что, опять-таки, иногда пишут гадости, иногда личные гадости. Значит, ну и такой у нас любимый персонаж, это мистер Барри, который появился, это конкретное заведение, Барри Веселых Историй. Опять-таки, там было сложно выбрать какого-то отдельного персонажа, который вот лично одного человека, который бы решал все вопросы. Поэтому мы так посидели, посвящались и придумали вот такого дядечку, вот, который все понимают, что он не существует, да, но опять-таки, вот, знаете, когда я читаю сообщения мистера Барри, мне надо плакать хочется. Они в любви признаются, совета спрашивают, просят там, не знаю, каких-то самой помощи какой-то, обращаются к нему как к живому. Это опять та же самая возможность, эта персонализация, это очень важно. Я еще раз повторюсь, к вам люди могут в интернете обращаться анонимно. Это их право. Вы не имеете быть права анонимными. Это что касается городских форумов, что сайтов, что... То есть там есть возможность вот конкретного человека на обложку поместить, надо это делать обязательно. Это очень способствует установлению контакта. Значит, ну и, соответственно, задача информирования, которую мы решаем. На самом деле, тут две вещи те же самые, да, то есть мой ЖЖ и, значит, мистер Барри, через который мы рассылку делаем, там 10 тысяч подписчиков. Значит, ну и кроме этого рассылки, которую мы, опять-таки, у нас работает бонусный клуб, кто может знать, 45 тысяч человек у нас в базе, причем мы, наверное, единственные в городе, кто не выдает карты без контактов. То есть и у нас такой подход, что это взаимовыгодное сотрудничество, да, то есть вы нам о себе данные, а мы вам за это 10% бонуса. Вы не готовы дать нам себе данные, мы не готовы вам дать 10% бонуса. Значит, для бизнеса это чем? У нас база 45 тысяч человек, живые мейлы, живые телефоны, живые люди, живые эти даты дней рождения и так далее, и так далее. Это появляется гигантская возможность. Слово рассылка очень просто звучит. На самом деле мы уже начинаем делать кастомизированные рассылки. Ну, что такое кастомизированное? Это, грубо говоря, человек, который ходит в бар веселый, там, в Вельтер, да, мы ему не будем, или там, я не знаю, человек, который ходит в Вельтер, мы не будем ему посылать предложения, там, допустим, каких-то, о гламурных каких-то мероприятиях, да, потому что, скорее всего, это немножко разная аудитория. То есть человек, который слишком молодой, мы ему не будем, там, тем не менее, карту мы с 18 выдаем, мы ему не будем посылать предложения ресторана «Вино и мясо». То есть мы начинаем кастомизировать нашу аудиторию, эти 45 тысяч человек, которые у нас есть. То есть и в перспективе мы, наверное, придем к компании, как, значит, мы стремимся, есть такая компания английская, розничная Tesco. Значит, вот для меня не образчик, наверное, кастомизации. У них, я не знаю, какая у них база, но я знаю, что они в прошлом году перед Рождеством разослали 30 тысяч разных сообщений. То есть они кастомизировали свою аудиторию на 30 тысяч групп. Это очень круто, потому что это позволяет, опять-таки, персонализировать общение с нашими клиентами. Вот. Ну и, значит, из последнего, что, значит, сайт, ну, понятно, там, значит, мы перезапускаем, он у нас поподробнее, по наполнению, по насыщению год. Мы его очень долго мучительно делали, потому что пока мы составляли ТЗ в соцсети, как-то бурно рванули, выяснилось, что сайты надо срочно с соцсетями стыковать. В итоге сейчас вот сайт запускается с точки зрения связи с соцсетями в первую очередь, наверное, от таратории, в общем. Добрый день, меня зовут Анна Мустафа,
продвинутый, как Welcome Group, но все же у каждого нашего бизнеса есть свой сайт, визитная карточка всего холдинга, сайтом занимаюсь как раз я. Он больше такой носит информационный характер, с контактами, с менеджментом группы, с тендерами, с закупками, ну то есть и со структурой группы для инвесторов информация. Ну то есть это просто визитная карточка холдинга. Соответственно, у АСПЭК Авто есть общий сайт, где представлены все дилерские центры с переходами на сайты непосредственно уже Toyota, Ford, Nissan и так далее. У Аспектумстроя также свой сайт, который уже непосредственно продает объекты недвижимости. Это продающий сайт. У торгового центра «Талисман» сайт, он носит больше информационный характер, где информация представлена о событиях текущих праздников, которые проходят в центре, для арендаторов информации, естественно, какие арендаторы у нас размещены, ну и описание центра. Таким образом, ну, чисто, можно сказать, официальные сайты. Что хотелось бы отметить, вот, на мой взгляд, сайты должны быть полезными, то есть усилить сайт Аспектумстроя мы планируем следующим образом. Мы хотим дать ссылки на сайты тех же банков, где клиент, выбрав объект, который он хочет купить, чтобы он сразу мог посмотреть предложения по ипотеке банков. Либо ему надо пойти в регпалату, то есть все контакты, когда что работает, там будут размещены. Также у АСПЭК Авто плюсом, я считаю, это онлайн-консультация менеджера каждого автосалона. То есть это экономит время посетителей сайта, что не надо блуждать, узнать, где какой позывной цех работает, со скольки до скольки, сразу пишешь свой запрос, и тебе идет рекомендация четкая от специалиста, чем мы можем помочь. Я, наверное, не очень интересную вещь сейчас рассказываю. Я бы хотела рассказать про достижения в плане интернета, в частности, в моей работе, про акцию, которую мы проводили к 17-летию в группе предприятий АСПЭК. Мы как раз активно задействовали интернет-площадку. Для этого мы сделали промо-сайт акции 17 мгновений весны, назывался так, как у нас в феврале день рождения, и мы как раз проводили, стартовали 10 февраля. Была проведена кросс-маркетинговая акция, то есть все наши клиенты в течение 17 дней слышали по радио сообщения, где можно на каком объекте получить секретный код. Это либо автосалон, один из автосалонов был, либо одна из АЗС, Аспектнефтепродукт, либо в Аспектумстрое. Можно было получить секретный код, зайти на сайт и зарегистрироваться там. Соответственно, кто больше наберет секретных кодов, получал приз. Также на сайте были выложены в загадочном виде фотографии объектов, и надо было их угадать, и также получить секретный код, и он также участвовал в розыгрыше. Также был предложен конкурс по разработке слогана для АСПЭКа. При этом мы использовали в этом конкурсе вирусный маркетинг. То есть нужно было не просто придумать АСПЭК, почему я люблю АСПЭК, условно говоря, продолжу фразу, но и набрать как можно больше голосов за свой слоган. Таким образом, в течение акции сайт посетило 23 тысячи человек за 17 дней, 6 тысяч активных пользователей. Ну, то есть вот результат интернета. Также у нас тут вопросы, подсказки есть. Как вы оцениваете эффективность интернета? Тоже спросила перед приездом сюда отдел продаж Аспектумстроя. Мы, естественно, размещаем баннеры. То есть мы активно пользуемся баннерной рекламой как АСПЭК, так и Аспектумстрой. В специализированных сайтах, то есть Домстрой размещается из рук в руки, там, где все о жилье, например. И, соответственно, на мой вопрос, насколько там эффективны отклики, откуда вы узнали, мы спрашиваем наших посетителей, клиентов, вот интернет с отрывом в 2 раза от других традиционных средств массовой информации показал результаты. Вот у меня, в принципе, все. Добрый день, я Андрей Донских, бизнес-тренер, бизнес-консультант, автор книг и так далее. Вот. Ну, на самом деле я могу начать с последних вопросов, которые там в списке дополнительных указаны. Возможно, вас обижу, возможно, обрадую.
Но на самом деле у нас нет проблем с айтишниками, потому что с айтишниками мы как с субподрядчиками не работаем. Для того, чтобы сейчас нам, во время, когда действительно наступила эпоха социальных медиа, активно перезапустить, скажем так, понятие корпоративный сайт на понятие сайт личный, эффективно решать задачи, но уже федерального продвижения, строить свой бренд, мочить конкурентов, мы это тоже делаем, причем с нулевым бюджетом. Нам приходится все абсолютно делать самим. Кто сайт посмотрел, я думаю, успел какие-то вещи оценить, проанализировать. Речь идет о donskих.ru. Кто этого еще не сделал, уверен, что в ближайшее время это сделает. Далее то, что касается, несомненно, всех полезных, скажем так, примочек. Да, мы сами, и могу сказать, что хоть сайт и именной, но признаюсь абсолютно честно, что труд достаточно большого количества людей мной присваивается. Я, конечно, не Дарья Донцова, да, которая там использует труд кучи писателей, но тем не менее ряд людей, которые мыслят точно так же, которые имеют в голове четко поставленные цели и задачи, да, они на ресурс работают. И, соответственно, здесь что мы, например, делаем? То есть мы начинаем, ну, по большому-то счету, и параллельно, и популяризировать, и сайт монетизировать. Да, я не скрываю, что весной будущего года мы перейдем к очень серьезной монетизации, к именно продаже обучающих собственных интернет-продуктов через сайт. То, что мы делаем сегодня, мы просто-напросто откатываем продажу школы бизнеса Джея Абрахама и их вебинаров. Ну, могу сказать, как вы сказали, да, ситуация успеха, ну, несколько, скажем так, кликов со стороны посетителей, никакого обмана с нашей стороны, $1000 за сутки, я считаю, что вполне достойное вознаграждение. Что касается моментов, которые звучат вот там, да, есть ли какие-то такие вещи, которые где-то не рассказываются, где-то не написаны. То есть, да, мы абсолютно сознательно заводим определенную дружбу в социальных сетях. Да, мы действительно серьезно анализируем, скажем так, наших коллег-конкурентов. Мы абсолютно сознательно дружимся с их друзьями. Мы абсолютно сознательно в наших лентах новостных. Но мы забиваем, по большому-то счету, своей новостной лентой ленту тренеров-конкурентов. Да, несомненно, если вы заметили, там, да, все уже там кнопочки, там, лайки, нравится, ВКонтакте, но это как одна из, да, моментов. На очень многих сайтах они стоят внизу статей. Туда очень сложно, да, нужно до конца дочитать и только потом поставить лайк. Вот я вас уверяю, что кнопка вверху статьи, чуть-чуть нужно ручки приложить, она уже давит на подсознание того посетителя. Человек заходит, он уже видит, что кто-то твитнул, что кто-то поставил лайк, что кто-то разместил ВКонтакте. Несомненно, хочется сделать то же самое. Ну, то, что происходит в текущий момент, ну, могу сказать, наверняка заметили в Фейсбуке, да, последние там их примочки, создание всевозможных там фан-страниц, то, что они делают, да, привлечение дополнительного трафика. Ну, как раз в эти вот минуты, когда я здесь что-то вещаю, создание фан-страницы, да, параллельно происходит. И думаю, что вы сможете этот лайк нам подарить точно так же в самое ближайшее время. Спасибо. Наша компания организована год назад, и такое движение к людям, покупателям в массы у нас началось, вы, наверное, не удивитесь, с социальной сети ВКонтакте. Вот. Собственно, сейчас она у нас является основным информатором в интернете, и поэтому рассказ мой будет, собственно, о нашей работе ВКонтакте. С начала ноября прошлого года была организована наша группа, которая, в принципе, служила для того, чтобы информировать людей о наличии предложения в городе Ижевске. С появлением торговой точки, мастерской, важность все-таки не уменьшилась, но, тем не менее, основной акцент уже был сделан на работу, собственно, в городе, в каких-то других рекламных каналах.
лето. Наша мастерская была закрыта, собственно, потому что не сезон для товара. И встал вопрос, как удержать людей в группе, в социальной сети, как сделать так, чтобы им было интересно и было зачем присутствовать среди подписчиков этой компании, так скажем. Вот. И летом работа наша заключалась в 3 направлениях. Первое – это все-таки увеличение численности подписчиков, также презентация предложения, осуществление продаж. И третий момент – это удержание их в группе. Сейчас расскажу немножко о том, какими методами мы пользуемся. Людям в любом случае должно быть интересно либо на вашем сайте, либо в вашей группе. Поэтому всегда было принято решение ежедневно обновлять информацию, проводить какие-то конкурсы, поднимать активность участников. Так. Как, кстати, сказал Максим, повторюсь, наверное, немножко. На странице в группе сейчас мы стараемся представить нашу команду, чтобы заказчики, люди, которые общаются, видели тех, кто это делает, зачем, как. Скажу немножко о сайте. Сайт наш появился совсем недавно, и сейчас очень сложно перестроиться с работы, например, в соцсети на работу на сайте. Наша команда параллельно сейчас занимается направлением работы на сайте, работы в соцсетях и также работа в городе по продвижению, то есть это какие-то рекламные акции, сотрудничество в различных организациях. И, наверное, отдельным моментом хочу отметить, что увеличение подписчиков либо сайта, либо какой-то группы, либо страницы организации в социальной сети это такая неотъемлемая, мне кажется, часть на сегодняшний день для любой организации, особенно для организаций, которые предлагают какие-то товары, которые могут пользоваться спросом среди достаточно молодой части нашего населения. В общем-то, у меня все. И вот есть вопросы, Да. Так, у нас еще один докладчик, к сожалению, не приехал, но я думаю, я смогу занять немножко его место, потому что, те, кто с утра в 11 часов был на моем докладе, они прямо знают, кто я такой. Те, кто не был, я вкратце сейчас скажу. Меня зовут Искандер Геннадьев, я руководитель отдела разработки группы компаний БФП+. В нашу группу компаний входят 2 достаточно успешных интернет-проекта и 2 проекта офлайн. Соответственно, как интернет-проекты используют интернет-технологии в бизнесе, думаю, понятно, про это нет смысла рассказывать. Я расскажу про то, как мы используем интернет-технологии в нашем офлайн-бизнесе. Это франчайзинговая сеть фитнес-клубов. Соответственно, просто когда после доклада на кофе-брейке ко мне подошла девушка и говорит: вот у меня, говорит, есть такой вопрос, у нас, говорит, есть сеть дилеров, и мы этим дилерам сливаем контакты потенциальных покупателей из их региона. И как нам узнать, насколько эффективно работают наши дилеры? Я говорю, по отчетам. Она говорит, они не предоставляют отчет. Соответственно, в такой ситуации, понятное дело, никак невозможно это узнать. Я хочу рассказать, как мы отслеживаем эффективность нашего бизнеса с использованием, с применением интернета и с применением разных таких IT-технологий. То есть, как я говорил, у нас сеть фитнес-клубов, франчайзинговая. Причем франчайзинговая, это означает, что мы только продаем франшизу и контролируем деятельность нашего франчайзи. Соответственно, у нас имеется собственный головной сайт, но он B2B ориентирован. У каждого фитнес-клуба имеется собственный B2C ориентированный сайт, который описывает все предложения, какие есть. На этом сайте есть возможность записаться на бесплатные занятия и так далее. Всех клиентов, которые к нам приходят B2C-шники, мы, соответственно, отправляем на сайт конкретного региона или в конкретный клуб. Когда человек
приходит в этот клуб или оставляет запись на бесплатные занятия, или еще составляет какое-нибудь подобное действие, то есть он даже еще не пришел в клуб, он просто позвонил, например, или написал, или еще что-то, он сразу заносится в CRM-систему конкретного клуба. Эта CRM-система, она очень тесно связана с системой обслуживания клиентов в этом клубе. То есть, в фитнес-клубе там всем известно, бывают всякие абонементы, там все такое. И у нас вот эти все системы, то есть сайт, CRM-система, система обслуживания клиентов, наша система отчетности, они очень тесно завязаны между собой. И благодаря этому мы можем очень четко отслеживать. Человек пришел на сайт, потом пришел в клуб, потом ему продали абонемент и так далее. Или человек пришел на сайт, пришел в клуб, ему не продали абонемент. Почему ему не продали абонемент? Сразу возникает вопрос, сразу возникает разбор, что произошло. Благодаря этому мы можем очень четко отслеживать, что именно происходит в наших клубах, в наших дилеров, скажем так, в наших франчайзи, и контролировать именно, насколько эффективно работает каждый конкретный клуб. Но для того, чтобы это сделать, соответственно, нужна вот такая очень четкая система взаимодействия всех этих интернет-проектов. Вот. Соответственно, решение задач, которые мы используем, это вот для отслеживания именно эффективности наших бизнес-процессов. То есть, если кому-то интересно, я мог бы тоже подробно раскрыть, куда это. А теперь, в принципе, давайте будем задавать вопросы нашим участникам этого круглого стола. Вопрос по CRM-системе, раз уж говорим про них. У вас стандартная или кастомизированная? То есть вы покупали готовое решение или... Нет, естественно, с учетом, что наша CRM-система, она тесно интегрирована с другими нашими сервисами, мы изначально купили готовые, точнее, мы используем два готовых решения. В качестве CRM мы используем HRS CRM от 37 Signals, а в качестве системы управления фитнес-клубом мы используем систему 1С Helix называется. И они очень тесно связаны между собой, потому что обе эти системы предоставляют API для взаимодействия. И, соответственно, они еще повязаны с нашими тоже системами отчетности, которые мы используем в управляющей компании. То есть, в принципе, это изначально было готовое решение, но мы его кастомизировали под себя. Спасибо. Полностью писать с нуля такие системы, мы не видим смысла, потому что это достаточно сложный и большой продукт, и лучше брать готовое решение и дальше его дорабатывать по необходимости. У меня вопрос к Максиму. Максим, скажите, пожалуйста, мы собираемся открывать у нас на сайте форум, и вот вы говорили, что большая часть откликов негативных, потому что негатив надо выплеснуть. Там порадовались, рассказали друзьям, а негатив на сайте выложили. Какая политика у вас проводится в отношении негативных отзывов и позитив как несете в интернет? Отличный вопрос. Как несем позитив в интернет? Нет, я, насколько понимаю, вопрос в том, перефразировав, стираем ли мы отрицательные отзывы. Это в том числе. Лично у нас политики нет. То есть тут логика такая, что, понимаете, понятно, что есть форум, а есть хотлайн. Хотлайн это, в принципе, его, по сути, кроме человека, который послал сообщение, и нас его больше никто не видит. И на самом деле у нас там есть гостевые форумы, но они, в принципе, они полуживые, потому что когда у человека появляется возможность обратиться напрямую к человеку, и самое главное, это с нашей стороны обязанность, у нас на документами закреплено, что мы обязаны человеку в течение 24 часов ответить. А там, если пишут гадости, понимаете, тут надо... У нас концепция такая, мы ее про себя называем жалоба как подарок. Потому что не будет жалоб, это, знаете, как говорят, если на вас не жалуются, значит вы мертвы. А на форумах, я лично сторонник, что надо удалять, понятно, там всякие российские, ксенофобские, не знаю, там всякие какие-то сексистские шутки, мат. Это, конечно, надо удалять. А все, что отрицательное про компанию, то есть, на мой взгляд, это показатель открытости компании. Когда мы говорим, что да, у нас есть ошибки. Понимаете, в данном случае срабатывает, если после этого отрицательного отзыва тут же ответ, и он написан нормальным языком, а не по принципу «сам дурак», это работает гораздо более эффективно, нежели стирать, потому что люди тоже, понимаете, 2 раза вы создаете их сообщения, они потом в другом, монополии-то ведь нет, есть городские форумы, где человек не найдет ответа на нашем сайте, он на городской форум пойдет, и там еще и друзей позовет. И там такое тололо начнется, что мама не говорит. Спасибо. И у меня еще вопрос к Татьяне.
Так, по поводу конкурсов. Вот сколько вы уже успели конкурсов провести ВКонтакте? Максимальное число участников и минимальное число участников, и при условии того, что участников почти нет, нужно подводить итоги, нужно создавать видимость активного участия. Что делаете? Кстати, да, вот хочу сказать, что очень часто вижу, начался конкурс, все голосуют, а потом раз, время подходит, а итогов-то и не видно. Сама в таких конкурсах участвовала. У нас всегда стоит план, например, набрать не менее столько-то количество участников, набрать минимальное количество голосов. Оно, конечно, обычно по факту всегда бывает еще меньше, поэтому планку как-то повышать приходится. То есть минимальное количество 100 назначишь, там 50 будет, и хорошо. И обязательно, конечно, подведение итогов. Вот кого бы там, какой бы итог не был, его обязательно нужно вынести, либо там на сайте, либо в группе, ВКонтакте, в Фейсбуке, где это все проводится. Но если не пошел, закрыть, значит, не проводить дальше, попробовать какой-то другой способ. Вот мы сейчас, например, на Фейсбуке попробовали, у нас там не пошел конкурс, люди там не голосуют, им не интересно фотографии выкладывать. Почему-то вот так вот сложилось. Сейчас прописываем другой вариант, чтобы поднимать активность аудитории. Вот запустим, посмотрим, как будет работать. Я на все вопросы ответила. Не совсем. А если вот, допустим, конкурс не пошел, но некоторые участники проголосовали, там выложили фотографии, поучаствовали, по идее заложен какой-то приз, подарок, бонус. Да. А вы говорите, а мы конкурс снимаем. И вот... Нет, вот, простите, перебила. Ничего. Я поняла просто окончание вопроса. Такого вообще не стоит делать ни в коем случае. Если, как говорится, сказала А, говори Б, пообещал, сделай. Да, пусть это, может быть, тебе немножко убыточно будет, компании. Но все-таки слова-то свои нужно давать, сдерживать обещания. Вот, поэтому всегда доводим дело до конца. У нас прошло 3 или 5 конкурсов. Я сейчас точно не скажу. На сентябрь мы остановились, потому что уже однообразного чего-то не хочется, а новый проект вот немножечко еще тормозим пока. А искусственно поднимаете количество участников, допустим, за счет своих сотрудников, или всегда чисто, вот четко, на самом деле, справочная цифра? Участников. Допустим, если у вас творческий конкурс, да, там, допустим, слоган, там еще что-то вот придумать, нарисовать, а участников вообще мало. То есть за счет своих резервов вы что-то делаете или всегда вот по-честному? Я скажу, что у нас были только фотоконкурсы. То есть это участник присылает фотографию, за нее голосуют. Собственно, мы, конечно, привлекали и своих друзей, и подписчиков группы. Это личные сообщения, приглашения. Сами свои фотографии не выкладываем, но, в принципе, мир большой. Ижевск тоже, я говорю про Ижевск, потому что мы все-таки на город ориентируемся, и нет, такого не было. Конечно, сами голосуем, сами комментируем, но это все-таки нужно создавать живость какую-то. Спасибо. И у меня еще один вопрос. Можно быстро один комментарий? Я в своем выступлении об этом говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что в интернете вот компании, которые свои представительства делают, обязаны быть на порядок честнее и на порядок, скажем так, лояльней, качественней общаться, нежели это может себе позволить аудитория. Это просто архиважнейший вообще момент. Потому что, еще раз говорю, ваши представители могут там быть самыми грязными словами, вы про себя можете это думать, но вы обязаны вести себя на порядок выше. Поэтому вот если конкурс какой-то объявляется, на самом деле вот левых участников сделать, не левых, своих, это не обман в принципе. А вот если конкурс закрыть, это обман. Я еще раз говорю, что люди этого не простят. А если не простят, после этого вы там можете хоть 50 форумов запускать, вам никто ходить на них не будет и писать вам не будут. То есть вопрос честности, он тут односторонний немножко стоит, потому что вы обязаны честность соблюдать. А вот то, что как уже по отношению к вам себя ведут, тут уж всякое может быть. Согласна. Татьяна, еще один вопрос вам. По поводу партнерских программ, вы тоже говорили по увеличению числа участников группы. Как определяете, по каким направлениям, через кого ищете новых участников? Так,
Партнерские программы у нас они с интернетом особо не связаны, а как мы ищем участников группы, сайта в целом, это, естественно, идет приглашение. Обычно мы все-таки смотрим аналогичные проекты, аналогичные группы, либо выбираем, например, аудиторию нужного нам города. Все-таки у нас товар такой, до него аудитория нашего города еще только доходит. Где-то это уже супермодные, там писк последней или последней моды. Поэтому ориентируемся, например, на города, выбираем по критериям каким-то, по возрасту и, собственно, рассылка приглашений, сообщений. Всегда это делаем, персонально, то есть имя, допустим, Катерина, приглашаем вас туда-то, туда-то. Это в контакте, да? Да, у нас, сразу скажу, мы, например, не пользуемся такой услугой, как раскрутка группы. Это там 1000 человек за 300 рублей, и у вас рейтинги выше крыши. В этом случае ценности-то нет от присутствия человека. Он, может быть, никогда больше не зайдет на вашу страницу. Я сразу скажу, что у нас численность группы небольшая. Но, тем не менее, я, например, когда просматриваю комментарии, отметки, может быть, их тоже не так много, но я знаю вот этого человека, он писал там-то, спрашивал про то-то, и то есть уже как-то индивидуальная работа идет. И то есть, если, например, появляется новое предложение, лично я могу всегда вспомнить, вот кто-то этим интересовался, можно найти даже среди участников группы кого-то и отправить личное сообщение, тоже приглашение или информацию о том, чем человек когда-то интересовался, там, может, месяц назад, может, 2. Спасибо. Здравствуйте, у меня вопрос к Анне. Относительно рекламной акции Аспека, хотелось бы узнать инструменты, которыми вы пользовались, когда просчитывали ту интернет-аудиторию, которая в последующем стала отдавать вам продажи или еще что-то. На самом деле рекламная кампания не в интернете шла следующим образом. Мы активно задействовали свои ресурсы. Это сеть АЗС, Аспект нефтепродукт, где выдавались флайеры. И это очень работает, причем это малобюджетно. Это радио, которое как раз говорило, что только сегодня вот тут ты получи секретный код и выиграй там ЖК телевизор. И сайт. Все. То есть везде просто анонсировался сайт. Люди, которые участвовали, да, если вам интересно, то есть вот у меня отчет есть, просто кто эти люди, это не обязательно молодежь, хотя ездили в основном на объекты, это молодежь, а на сайт заходили, это уже более взрослые люди, то есть по географическому признаку 73% это жители Ижевска, по возрастному 57% это мужчины старше 20 лет, 29% женщины старше 20 лет. То есть было рассчитано не только на наших клиентов, но и вообще общественности сказать, что Аспеку 17 лет. То есть это была имиджевая акция больше. Хотя эти же купоны с секретным кодом давали еще и дополнительно скидку 17% на мойку. То есть мы еще дарили бонус людям. То есть она такая была бонусная, вирусная. То есть мне на самом деле этой акции хотелось вирус проверить. То есть сколько человек зайдет на сайт, увидит, что Аспеку 17 лет и какую-то активность проявит. То есть вот цели были достигнуты. То есть в данном случае рассматривалось сколько дойдет до вашего сайта человек. Они потом сколько уже через сайт проявят свою активность в последующем. Рассказать про все наши объекты, какие мы замечательные. Первая цель была, то есть мы каждый день говорили, что у нас и вот этот объект, и вот этот объект, и вы можете прийти туда и посмотреть, и взять подарок там. Это была первая цель. Что 17 лет это имидж был. Вирус был в плане голосования. То есть, хотя я, конечно, имела скрытую цель, что мы не слоган какой-то разработаю, да, умные люди, но там писали, знаете, что, например, я люблю Аспект, потому что гладиолус, или привет, медведь там, или вот такое вот. И при этом за гладиолус проголосовало большее количество человек, и мы отдали там автомобильный телевизор. Ну, то есть, вот, это неэффективно в плане того, чтобы собрать какую-то умную мысль. Это просто движуха, активность, растрясти массы, можно сказать. Но я своей цели достигла, на
самом деле даже перевыполнила планы, которые я себе ставила. Это альтернатива тому, что написать на правовой репутации, какие мы хорошие, имиджевая статья, то есть вот за эти же деньги, можно сказать. А это малобюджетная акция.